В эфире новости расскажем о самых заметных событиях к этому часу. С вами Василий Радченко. Здравствуйте. Повышенные пособия россиянам, потерявшим во время пандемии работу, продлили до конца августа. Приезд отдыхающих из Якутска привел к новым очагам заболеваемости коронавирусом в Мегино-Кангаласском районе. Всероссийский день семьи, любви и верности отмечают сегодня. В якутских храмах в честь этого прошла праздничная служба. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства о продлении до конца августа выплат повышенного пособия гражданам, потерявшим работу во время пандемии коронавируса. Как сказал глава Кабмина в ходе онлайн-совещания, чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 миллиардов рублей. Кроме того, на встрече обсуждался вопрос о выделении 5 миллиардов рублей для поддержки медицинских работников, которые борются с коронавирусной инфекцией. Это касается выплаты отпускных или компенсации за отпуск, от которого они вынуждены были отказаться. При их расчете будут учитываться и дополнительные стимулирующие выплаты. Крайне важно, чтобы права этих сотрудников тщательно соблюдались. Также обсудим меры поддержки предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Смягчим налоговые условия для тех, кто незначительно превысит лимиты по выручке или численности. Для этого внесем изменения в законопроект, который уже прошел первое чтение в Государственной Думе. Сейчас предприниматель, чей доход вышел за пределы 150 миллионов рублей или численность персонала превысила 100 человек, вынужден переходить на общую систему налогообложения. Тем, кто еще не готов к таким изменениям, мы предложили воспользоваться переходным налоговым режимом. Чтобы усилить эффект от этой меры, правительство дополнительно предоставит возможность начать следующий календарный год с чистого листа. То есть снова платить 6 или 15% в зависимости от объекта налогообложения. Мы продолжаем оказывать помощь отраслям, которые пострадали из-за распространения коронавируса. Сегодня по поручению президента правительство направит 320 миллионов рублей на субсидии российским судоходным компаниям, которые занимаются морскими речными круизными перевозками. В этом году они находились в вынужденном простое. Период навигации получается коротким, снизилась и их выручка. Выделенные средства позволят компенсировать компаниям часть расходов по договорам лизинга. Якутия будет развивать сферу промышленного туризма. Первые проекты реализуют совместно с компанией «Алроса». Об этом сказал глава СН Николаев во время церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с агентством стратегических инициатив. По его словам, и в России, и за рубежом должны знать о самом глубоком карьере в мире, уникальном процессе добычи и переработки алмазов. Также он добавил, что республиканские власти планируют реализовать туристические продукты, направленные на продвижение народных традиций и промыслов. Кузнечное, гранильное дело, изготовление берестяной и деревянной посуды и якутских ножей. Приезд отдыхающих из Якутска привел к новым очагам заболеваемости коронавирусом в Мегино-Кангаласском районе. В первой половине дня прошло совместное заседание районных и регионального штабов. В ходе него сообщили, что 39 случаев заболевания за сутки выявили в Якутске, 4 в Нерюнгри и по 2 случая в Мегино-Кангаласском и Верхоянском районах. В Мегино-Кангаласском наблюдаются новые очаги в связи с приездом отдыхающих из столицы. Особое внимание будет уделяться дезинфекции и медобслуживанию Верхоянского района, так как он находится на отдаленной арктической территории. Усиленные меры продолжатся и в Мирнинском районе в связи с количеством прибывающих в район граждан. Они, напомню, обязаны выдержать 14-дневную изоляцию. Да, мы перешли на второй этап. Да, мы начали жить по новым стандартам жизни. Мы не вернемся, безусловно, к тем условиям жизни, которые у нас были в доковидное время. Поэтому нам сегодня всем нужно непосредственно обычного гражданина, от ребенка до руководителя большого предприятия четко соблюдать те новые требования, которые предъявляются. А соответственно, это и масочно-перчаточный режим в общественных местах, это социальное дистанцирование. И, соответственно, эти правила, они будут обязательными достаточно длительное время, и уже их необходимо четко соблюдать. От температурного режима до меньшего общения друг с другом.
2 недели испытаний, самочувствие людей хорошее. В России продолжаются испытания вакцины от коронавирусной инфекции. 2 группы добровольцев находятся на изоляции в госпитале имени Бурденко под постоянным наблюдением врачей. О ходе исследования Александр Хавренко. Первая группа добровольцев получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня. Врачи планируют ввести участникам тестирования второй компонент вакцины, который должен усилить защитные функции организма на 21-й день после первой инъекции. Прошли 2 недели с момента вакцинации второй группы добровольцев. Чувствуют они себя хорошо, жалоб не предъявляют. Сегодня прошел, можно так сказать, экватор нахождения в стационаре. Впереди еще 2 недели пребывания у нас в лечебном учреждении. Сегодня мы им взяли образцы крови для того, чтобы посмотреть, как работает их иммунитет. 21 сутки им будет вводиться второй компонент. Вторая прививка усилит защитные функции организма. Продолжаем за ними наблюдать ежедневно, оцениваем им состояние здоровья, измерение давления, пульса, температуры. Аускультацию проводим. Для испытания препарата было отобрано 50 добровольцев из числа военнослужащих армии России. В дальнейшем к испытаниям планируется привлечь и гражданских добровольцев. Самочувствие отличное, чувствую себя замечательно, температура в норме, пожалуйста, не на что. Настроение отличное, и оно улучшается с каждым днем, потому что я понимаю, что я вернусь к любимой жене и детям. Завершить все клинические испытания вакцины против коронавируса планируется к концу июля. 17 лесных пожаров тушат на территории региона. 12 из них локализованы, 2 ликвидированы полностью. Общая площадь, пройденная огнем, более 1000 гектаров. 4 пожара тушат в Верхоянском, 3 в Горном и Намском, 2 в Вилюйском и Хангаласском, по 1 в Аймиконском, Чурапчинском, а также и Венобытантайском районах. За сутки привлекли свыше 5,5 сотен человек и 76 единиц техники. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 139 термоточек на общей площади свыше 350 тысяч гектаров. В минувшие выходные в Тампонском районе лесной пожар, действовавший в 20 километрах от села Сайды, охватил линии электропередач ВЛ-110 и ВЛ-112 протяженностью 500 метров. Для тушения привлекли силы авиалесоохраны, Ми-8, а также 20 человек. Пожар локализован, но огнем поврежден кабель волоконно-оптической линии связи. Уже 3-е сутки в районе отсутствует интернет Ростелекома, нет сотовой связи МТС. Мегафон работает через резервные источники питания «Спутник», а Билайн по альтернативной линии. На место аварии выехала бригада специалистов Ростелекома, которые 2-е сутки ведут работы по устранению технических неполадок. Группа Ростелеком совместно с подрядчиками на данный момент работают на месте, то есть именно в лесу, где проходит линия ВОЛС, по устранению и протяжке нового кабеля для дальнейшей подачи связи и интернета для жителей нашего района. Другим темам. Общественники проверили все дороги Якутска, на которых проводился ремонт, в том числе и в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Дорожники отчитались о 100% выполнении, но на деле же дороги отремонтированы с явными нарушениями. Одним из объектов ремонта была дорога на Хатынь-Юряхе. Сейчас там находится наш корреспондент Александр Хавренко. Александр, какие нарушения нашли? Да, приветствую, Василий. Мы сейчас действительно находимся на Хатынь-Юряхском шоссе. Дороги, которую ремонтировали в прошлом году, ей еще, грубо говоря, нет и года, но здесь уже очень много нарушений. Самые видимые из них — это бордюрные камни, которые установлены не по нормативам и не по правилам, проваливающееся полотно и много-много другого. Вот о том, какие конкретно здесь выявлены нарушения, нам расскажет Алексей Лаптев, сопредседатель Якутского регионального отделения ОНФ. Алексей, ну, собственно говоря, что вам не понравилось на этой дороге? Здравствуйте. Мы непосредственно весь период в прошлом году проводили общественный мониторинг, именно как проводились подготовительные работы, укладка асфальта. И в дальнейшем у нас возникло очень-очень много вопросов. И результат, скажем так, некачественной работы, это раз. Во-вторых, не осуществлялся практически никакой контроль с окружной администрацией города Якутска со стороны специалистов и руководства. И вот мы видим результаты. Вот, смотрите, вот едет большой груз у нас, да, и вон там вот уже образовался вот прыжок.
Этот прыжок в дальнейшем, я думаю, ну, ближе к осени, это вот один из самых таких больших. Но по всей протяженности территории данный факт имеется. Тут дальше проходим и видим название этого сооружения – водоотводной лоток. Он не должен просто собирать воду. И в дальнейшем он должен, соответственно, конечно, эксплуатироваться надлежащим образом. Что мы здесь видим? Вот образовался вот съезд не оборудован должным образом. И вот тут полностью все забилось. Ну, тут все видно. И просто идет сбор воды. В дальнейшем, в связи с тем, что вот стыки не были надлежащим образом сделаны, вода уходит под дорогу и образуются такие вот прыжки. Кроме того, хотелось бы отметить то, что данные работы производились крайне поздней осенью, не соответствуют графику выполнения работ. И в конце концов эти работы производились, ну, как сказать простым языком, прямо в дождь. Мы об этом не раз указывали окружной администрации, что так делать нельзя. Но, как видим, результат работы. И осенью я боюсь, что тут будут большие, скажем так, проблемы с этой дорогой. Самый главный, основной, это, скажем так, мы все всегда замечали, что идет дорога узкая. 7 метров, как бы, по нормативу. Ну, тут протяженность 1,5 километра. И в некоторых местах до 35 сантиметров доходит заужение. Об этом мы указали в акте, который составили в конце мая со специалистами Управдор Вилюй. Направили в окружную администрацию, чтобы они устранили до конца июня. Но сегодня уже 8 июля, и, как мы видим, ни одного рабочего, ни одной работы не производится. Еще были какие-то проблемы со знаками? Да, тут по знакам как бы тут... Абсолютно везде в городе, на всех 13 объектах, которые мы осмотрели, которые работы были произведены в 2019 году, дорожные знаки не установлены надлежащим образом. Некоторые знаки вообще не соответствуют нормативам, то есть они сделаны где-то кустарным путем. И самое главное, по всем этим работам они приняты окружной администрацией. Все 13 объектов приняты. И в государственной программе «Эталон», это общефедеральная программа по ПКАТ, они указаны как 100% приняты и оплачены. Я считаю, что это грубое нарушение, и мы тут еще одни сроки установили. Минстрой с главой города, Минтранспорта с главой города, с которым мы категорически не согласились. По этой дороге срок устранения 15 августа. Хотя мы с Управдор Вилюем рекомендовали, просили, требовали, чтобы они исполнили до конца июня. Ну, так нельзя. Это не соответствует основному национальному проекту безопасное качество автомобильной дороги. Они не безопасные, не качественные, никакому нормативу не соответствуют. Спасибо большое, Алексей. Ну, как сказал Алексей, таких объектов в городе 13, и мы обязательно в течение какого-то времени по всем этим 13 объектам проедем, посмотрим, проверим. Ну и обязательно расскажем вам. На этом у меня все, Василий. Да, Александр, спасибо. Держи нас в курсе. Минувшую неделю машины мирнинцев заполнили автосервисы. И у всех одна и та же проблема. Авто просто глохнет. В социальных сетях причину массовых поломок назвали сразу. Это некачественный бензин на одной из местных заправок. В ситуации разбиралась наша коллега Анна Брянская. Ну вот, сейчас завелась. Как дальше будет, не знаю. С черным аутлендером у Дмитрия Гродникова любовь. Внедорожник «Верой и правдой» служит мирнинцу вот уже 3 года. За это время практически не ломался, а тут раз и заглох. В том, что причина некачественный бензин, водитель с многолетним стажем понял сразу. Поломка случилась после заправки. Слить топливо самостоятельно не получилось. Там специальная антисливная система стоит. Поэтому пришлось разбирать салон, доставать насос оттуда и оттуда уже вычерпывать, извините, этот бензин, так называемый. В итоге минус 5500 рублей семейного бюджета. 3 из них за промывку бака, остальное за тот самый 95-й. Бензин уже не используешь. Случай Дмитрия не единичный. Жители Мирного делятся в соцсетях историями точь-в-точь. Орфография и пунктуация авторская. И снова! Мне 2 года назад таким образом сломали машину. К сожалению, я не обратилась в суд. Думала, договоримся полюбовно. И, как заверял хозяин заправки, отремонтируют, даже не переживай. В итоге вместо моей новой «Ласточки» езжу на корыте. Обращайтесь в суд, делайте экспертизу и не верьте, что вам все починят. Впух на 12 рублей залил 27 числа с 4-й колонки. Вроде как претензию не против принять, приложить все чеки и написать на имя генерального директора заправки. Претензии принимают прямо на АЗС. Тоже стали жертвами этой халатности на АЗС. Руководство предприятия свою вину не отрицают. Выяснилось, при сливе автоцистерны на 69-й АЗС из-за халатности сотрудников смешали 95-й бензин с летним дизельным топливом.
Факт случившегося стал известен только утром на следующий день, когда потребители стали обращаться с жалобами на недоброкачественное топливо. На имя директора филиала поступило 11 заявлений с просьбой о возмещении ущерба. Каждое заявление мы индивидуально отработаем. Приносим свои извинения за случившийся инцидент. При этом раньше претензий к автозаправке на Верхнем поселке не было. Об этом говорят сами водители. Вас устраивает качество топлива, которым вы заправляетесь? По-моему, да. Так ездили. Все жалуются. Не знаю почему. У меня все в порядке пока что. Если вы все же угодили в подобную ситуацию, возместить ущерб можно. Для этого необходимо сохранить чек, получить выписку из автосервиса. Деньги вернут, если соответствующая лаборатория подтвердит, что топливо было некачественным. Анна Брянская, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». А вот цена поставок отечественного газа упала ниже, без убыточности. В мае стоимость опустилась до $94 за 1000 кубических метров. Но директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства «Фитч» Дмитрий Маринченко считает, что «Газпрому» все равно выгоднее продолжать поставки. Ведь точка безубыточности – это цена, которая покрывает все расходы, а она осталась той же. Поэтому даже при текущих ценах, которые ниже $100, «Газпрому» может быть выгоднее продолжать поставлять газ. Всероссийский день семьи, любви и верности отмечают сегодня. Впервые его отпраздновали в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи. Этот праздник учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России. А идея праздника возникла у жителей города Мурома Владимирской области. Якутск не стал исключением. В день Петра и Февронии после божественной литургии перед образом совершили молебное пение. В особенности внимание верующих будет обращено к святыне, посвященной пребывающей в Преображенской кафедральном соборе иконе с частицами мощи святых Петра и Февронии. Основой их семейного счастья была способность к самопожертвованию. Мне думается, что это успех жизни и благополучия любой семьи, успех мира и процветания в той семье, где люди, родители, муж, жена, дети умеют любить до самозабвения друг друга. И только в этой семье, как мне видится, и благословение Божие пребывать будет, и достойная слава в людях. Прихожане придерживаются социальной дистанции. На полу размечено расстояние в 1,5 метра для молитвы. Кроме того, количество присутствующих на службе ограничено, исходя из площади храма. Церковные службы не прекращались в храмах Якутска во время пандемии, но стали не такими массовыми, как раньше. И на этом у нас пока все. До встречи в следующем часе.